Доброе утро, вы смотрите «Город женщин». И сегодня с вами я, Мария Павлова. Быть спортивным – это здорово, хотя бы потому, что спорт признан одним из лучших способов изменить свою жизнь. И это не только про физические перемены. Изменения начинаются не тогда, когда вы похудели, а сразу после первой тренировки. Так что, девочки, в канун Нового года сам Бог велел. Именно поэтому сегодня мы будем говорить о спорте и как он может поменять жизнь, мировоззрение и, самое главное, отношение к самому себе. Всем доброго дня, и мы начинаем. Тыгук самжа. Хана. Туль. Сет. Нет. Дасот. Ясот. Игоп. Йодыль. Ахоп. Йоль. Аро. Апсаги сиджет. Ана. Туль. Сет. Пальпако. Ана. Туль. Сет. Нет. Харо. Чумсаги сиджет. Жумок чуруги. Два удара. На. Туль. Сет. Нет. Три удара. На. Туль. Сет. Нет. Харо. На шпагат сели. Вай. Молодцы, ребята. Харо. Встаем. Шрот. Вот такую завораживающую тренировку по тэквондо нам продемонстрировали ребята, которые занимаются им всего лишь 2-й и 3-й год. У нас там вся стойка барная заполнена их медалями уже. Садитесь, пожалуйста, ребят. Так, давайте я представлю. Людмила Туалагова, тренер-преподаватель, кандидат в мастера спорта России по тэквондо, 1-й дан, черный пояс. Поприветствуем. И ее воспитанники. Это рядом сидит Вячеслав Федоров, призер первенства республики и городских турниров, серебряный призер всероссийского турнира клуба «Патриот». Так, дальше. Эрсан Бочкарев, чемпион первенства республики и городских республиканских турниров, бронзовый призер всероссийского турнира клуба «Патриот», 3-й юношеский разряд. Молодец какой. Анжелика Васильева, призер первенства республики и городских республиканских турниров. Доброе утро, ребята. Прям от ваших титулов у меня прям немножко даже мурашки. Сколько лет уже занимаетесь? 3-й пошел, да? Ага. Анжелика, давай рассказывай. Вот ты со скольки лет занимаешься? С 8. Угу. Как ты пришла в тэквондо? Мне папа показал видео, как тренируется, и я подумала, что тоже стану такой. Угу. Анжела, говори чуть погромче, хорошо? Угу. Вот я знаю, ты вначале пошла на танцы. Угу. Ага, но тем не менее тэквондо перевесила. Как это получилось? Расскажи. Я сначала ходила в хореографии, потом мне не понравилось из-за хореографа. Потом я пошла на тэквондо, и мне там понравилось первый день, и я начала туда ходить. Угу. Здорово. Людмила Руслановна, у вас, по-моему, самое главное достижение – любовь своих воспитанников, которые выбрали вас сердцем. Давайте рассказывать. Это же ваша первая группа, да? Вы занимаетесь тренерством? Наша первая группа – это 3-й год. У меня работа. Это мои воспитанники с первого моего дня тренером. У нас вот постепенно дети мои показывают уже результаты. Сегодня в этом году мы первый выезд сделали с Бочкаревым Эрсаном и Федором Вячеславом. Там уже мы заняли призовые места. Федор Вячеслав занял 2-е место, Бочкарев Эрсан занял 3-е место.
Для нас это большое достижение. Хотим еще дальше и больше побед. Будем упорно тренироваться, идти вперед. У нас после Нового года в планах пойти тоже также на всероссийский турнир, поучаствовать на соревнованиях. Пока у нас календарный план еще не составили, после Нового года только выходят. И вон там у нас первый раз будет выезд у Васильевой Анжелики. Она с нами должна поехать. Вот. И у нас летом сборы, 2 сбора в календарном плане. Мы должны на сборы сходить. Ну, у нас вот расширенная такая программа. Все это вот так вот, такой план у вас уже конкретный, дети вот. Да. Ну, какой класс дети? 4 класс, да, всего лишь? Ну, Пятый. начальные классы, да? 4-й Анжелика, а мальчики в 5 классе. Ага. А вы сами до этого же были спортсменкой, да? Да. Со скольки лет вы пришли на тэквондо и со скольки лет сейчас детей набирают? Да, я с 10 класса тренировалась. Ну, вы относительно поздно, да? Да, относительно поздно в старших классах начала тренироваться. И уже через 2 года я уже получила КМСа, кандидата в мастера спорта. Попала призовые места начала занимать уже, да, у нас в этом уровне России. Это я в чемпионат России по студентов 3 место заняла и в молодежке 3 место. И меня также позвали на сборную молодежку. Со сборной молодежной команды я проходила сборы также. И потом получилось так, то, что я встретила свою любовь там, и потом пошлось так. Тренировка у меня как бы не получилось ходить нормально, да? Как бы Немножко курс поменял. Муж у вас тоже поменялся. спортсмен? Муж, как можно сказать, да, был спортсменом. Ну, не профессионально занимается, да? Да. Ага. У вас, я знаю, 2 детей. 2 детей, да. Сколько им они занимаются тэквондо или уже проявляют желание? Да, проявляет желание. Старший у меня ходил, вот летом у нас были сборы первые, да, как бы пробные, мы сходили в городе Алдан. Он со мной пошел, и ему это понравилось. Сколько лет? Ему 6 лет. Ага. И он занимается на тэквондо. Мы еще и в классе, ну, не в классе, а в группе в садике, да, в подготовке. Мы показываем мастер-класс по тэквондо. Свое. Я и мама спортивная, типа семья, как будто там участвовали. Также нам дали сертификат, то, что мы там в этом мероприятии участвовали. Ну вот, он желание есть у него заниматься тэквондо. Здорово, это такое. У вас еще такая насыщенная общественная жизнь, я смотрю. Да. Быть мамой отдельная работа. Да, еще и своими детьми. У меня воспитанников 63 воспитанников. Все Да. вот такого возраста, Все да? такого возраста. Есть там 2-3 постарше, но все такие маленькие. И в этом году я набрала 2 группы. Они у меня очень маленькие. Они у меня 2 и 3 классы. А эти у меня еще постарше получается. Так. Да. Вячеслав, давай ты расскажи, сколько раз в неделю ты тренируешься? 6 дней. 6 дней в неделю тренируешься? Прям на тэквондо ходишь? Да. И поскольку вот одна тренировка сколько длится? Час 30 минут. Ага. Это ты после школы сразу идешь на тренировку, да? Да. Ага. А почему ты выбрал тэквондо? Мне было сложно выбрать спорт. Потом папа мне порекомендовал Чуть поближе держи микрофон. тэквондо. Показал мне видео, и мне понравилось, и пошел на тэквондо. Тренером был Прокопий Дмитриевич. И в первый день мне понравилось. И захотел дальше тренироваться. И ты остался, да? А в будущем ты хочешь там профессионально заниматься спортом? Ну, да. Ну, ты молодец. Ну вот я смотрю, папы молодцы, да, показали правильное видео своим детям. Да. Эрсан, теперь твоя очередь, рассказывай, вот на какие соревнования ты ездил, что тебе понравилось больше всего? Я ходил на Москву, Покровск. Еще мне понравилось тем, что весело. Весело? Да, Отрываешься на тренировках, да? да. Ты какой класс, напомни? 5, 5 класс. А в учебе ты хорошо учишься в школе? да, 4, 5? да. Молодец. А вот, Людмила Руслановна, скажите, то, что ребенок занимается спортом, это вот, говорят же, правильно отражается и на учебе тоже, потому что дисциплинирует. Да, да, я в первую очередь, первый год обучения своих детей сразу говорю, то, что дисциплина в первую очередь нам нужна, потому что так как они будут тренироваться, они должны уважать друг друга, чтобы у них этот, как бы, взаимопонимание у них было, чтобы они коллективно друг друга поддерживали, и также они слушали своих тренера, да, и учителей, и педагогов.
и они не опаздывали сразу на тренировку. У нас, например, это восточное единоборство, и там очень строго отношение к тренеру, да, к тренировкам. Они обязательно, например, перед тренировкой мы все на построение встаем и обязательно кланяемся тренеру. И здравствуйте, говорим. Потом, после тренировки мы заканчиваем, они, как всегда, мне стоят тоже у нас построение обязательно, все ровно выровнялись, команды черед, это смирно, и они кланятся. Обязательно поклон. Всегда здороваются они с тренером с поклоном на 90 градусов. Здорово, такие ритуалы, да? Да, у нас ритуалы, да, это такое, да, по тэквондо. И они также благодарят, все на корейском у нас задание. И Это получается, вот у вас даже тренировки, счет идет на корейском, я Всё на заметила. Да, корейском, вы да. немножко учите корейский. Да, они терминология корейская, то, что мы, например, удар у нас все на корейском. Все команды, которые мы говорим там смирно, начали, это все на корейском в этом языках говорится. Здорово. Анжела, Да. расскажи, ты на корейском научилась хорошо говорить? Ну да, Понимаешь, да? В Корею хотела поехать? не знаю. А у вас, говорят, там очень строгие экзамены, да, принимают? Ну, да. Мы там еще должны и стойки показывать. Мгм. На поезд когда будешь сдавать? М, На поиск мы должны в декабре месяце. У нас сдача на цветные квалификационные пояса у нас в год 2 раза. Это у нас, например, конец первого полугодия в декабре месяце и в мае месяце. А там, Они сдача получается, экзамена. по желанию или вы смотрите по готовности? По желанию смотрим и кто подготовлен. Мгм. Они там у нас экзаменаторы очень строгие. Дети должны, там у нас до детали, сколько наклонов у вас рука должна, нога, рука, удар на каком-то уровне должен быть. Вот это все очень строго там смотрят. Из-за этого некоторые дети не подготовлены, но они через год. Мы готовим их, и потом все сдают. А так нет, чтобы такой ребенок не сдавал экзамен на цветные пояса. Все сдают. Просто у кого-то быстро получается, у кого-то чуть-чуть медленнее. Мгм. Вот вы сказали, с 9 лет набор идет. Да, Да. еще какие требования, вот, чтобы ребенок... Да, с ребенок 9 лет взяли они на пишут нам как бы, они сразу нам заявление не пишут, они проходят отбор. Отбор у нас проходит, это у нас смотрим мы прыжки в длину, пресс они должны, отжимания, челночный бег и шпагат. Вот это все смотрим, например. Если они все это у них, например, сдали по баллам, например, тогда они проходят автоматически. А некоторых мы еще дополнительные задания даем, например, и разговариваем насчет спорта, насчет тэквондо, как они хотят, как они Их могут это мотивированность всё- тоже проверяете, да? Вот говорят, вы самый ярый болельщик своих воспитанников на всех соревнованиях. Да, Расскажите. да. Да, на тренировках, на соревнованиях у нас обычно там у нас тренер секунданты называют, да, тренера секунданты. Наш воспитанник выступает. И они сами, например, новички, вот, которые только начинают у нас соревнования, первый, второй год, они еще как бы тактические действия еще не знают, да, так особо. И у них опыта еще нету. И мы, тренера, начинаем им объяснять, кричать. А дети, они надевают такой шлем у нас, и у нас как бы там все болельщики кричат, что. Они своего тренера не слышат, как мы с ним нормально разговариваем. И нам приходится кричать, там, ножками топать, им говорить, чтобы они нас услышали. Хорошо, я говорю, ребята, вам хорошо то, что я тренер, девушка, мой голос более такой писклявый, говорю, и меня слышно, и громко мне слышно, но не надо кричать, говорю. Они говорят, да, вас мы очень прекрасно слышим. Иногда просто у нас не получается там сориентироваться на ваше задание. Из-за этого у нас, например, не получается там с ударами. Ну, в основном все вроде бы хорошо выступают. Ребята, рассказывайте. Оксана, расскажи, вот когда Людмила Руслановна так болеет, это помогает на соревнованиях? Стрёмно становится. Что становится? Стрёмно. Почему? Не знаю, просто что-то. Ты смущаешься, да, наверное, немножко? Да. Вячеслав, а за тебя кто приходит болеть обычно на соревнованиях? Папа Прокопий Дмитриевич, мой бывший тренер, А, и ребята многие. многие болеют, да? Тебе помогает, когда вот у тебя есть болельщики, которые вот яростно кричат? Иногда помогают. Здорово. Ребят, Людмила Руслановна, спасибо большое, что пришли и рассказали вот про свои тренировки, про свои соревнования. Я желаю вам достичь еще больших высот, чтобы медалей, вот прям чтобы до конца вот этой барной стойки было. Ждем вас новыми победами. Спасибо. Спасибо большое. Ага. Мы продолжаем наш эфир. И немножко отвлечемся, да, от спортивной темы. Каждая наша даже самая сильная женщина иногда хочет почувствовать себя леди. И в этом ей, конечно же, помогают шикарные аксессуары. Давайте посмотрим сюжет.
Ну вот и декабрь, самое чудесное зимнее время, предвкушение Нового года, праздников, корпоративов, встреч, салютов, света и веселой музыки. Очки – крайне ценный аксессуар. Не секрет, что хорошую, достойную и удобную оправу сложно подобрать. И, конечно, стоимость ее может быть достаточно высока. Поэтому очки и линзы в них требуют особо тщательного отношения. Как же мы их носим, как правило? Обычно это на голове, но это неправильно, так как происходит деформация геометрии оправы. Либо же мы их кладем на стол, бросаем в сумочку, либо на сиденье в автомобиле. Дизайнеры ювелирной компании Ronda бескомпромиссно заявляют: аксессуары для очков – новый тренд. И самым красивым решением станут ожерелья и цепочки, надеваемые на заушники очков, чтобы можно было носить столь ценный аксессуар на виду у всех. И теперь я рада представить их у нас в салоне «Оптика номер 1». Теперь каждая модница нашего города может выделиться на любом мероприятии, дополнив свой чудесный образ нашими красивыми, изумительными и драгоценными аксессуарами, что нельзя сказать о контактных линзах. Изделия выполнены вручную российскими ювелирными мастерами с большой любовью к деталям. Держатели на ожерельях могут быть выполнены любой формы – круга, овала или прямоугольника. Ожерелья сочетают в себе удобство ношения очков и стиль, красивый модный аксессуар и уникальное функциональное решение. Универсальность состоит в том, что их можно носить и как самостоятельное украшение из жемчуга или натуральных камней. На сегодняшний день Ronda показала нам одно из самых стильных украшений для любителей очков, которое, кстати, может быть прекрасным подарком себе и близким. В наших салонах представлена коллекция, которая состоит из дизайнерских серебряных держателей для очков, из натуральных камней и из натуральной кожи. Это новое направление высоко оценили российские знаменитости и, конечно же, звезды Голливуда. Если вы желаете сделать подарок, но не решаетесь выбрать его сами, то можете подарить наш подарочный сертификат. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Подчеркивайте свою индивидуальность нашими шикарными аксессуарами и не забывайте блистать. Вот-вот, не забывайте блистать, дорогие телезрители. А мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы говорим о спорте. Многие мечтают подняться высоко в небо и парить, ощущая на себе силу ветра и чувство свободы. Мои следующие гости знают это не понаслышке. Я рада вам представить. Это Радий Васильев, президент Федерации парашютного спорта Республики, и Анастасия Корякина, вице-президент Федерации парашютного спорта по связям с общественностью. Доброе утро. Доброе утро. Дорогие гости, давайте расскажем. Я знаю, у вас же есть основная работа, но парашютный спорт завладел вашими сердцами прям навсегда. Как это получилось? Как и все в жизни, случается неожиданно. Я начал вообще парашютным спортом заниматься еще в 88 году. Ух То есть ты! тогда это в школе, да, и случайно узнал, что открылась секция, то есть можно было прийти и заняться парашютом, там, укладкой, изучением. Все, пришел, и после этого затянуло. То есть вы со школы прям Да, затянуло да, вас? да. Ага. Это Настя, ты пришла чуть попозже, да? Не в школе. Я пришла в парашютный спорт сразу после школы. Я с детства мечтала осуществить прыжок с парашютом, потому что мой папа тоже в школьные годы прыгал с парашютом. И когда он рассказывал о том, как это было, у меня просто дух захватывало, и я знала, что я буду прыгать обязательно. Повзрослев, уже ближе к окончанию школы, я начала искать себе друзей, которые бы смогли прыгнуть со мной. Но никто не захотел, все испугались. И я решила, что пойду прыгать одна. Ну и в итоге ни разу не пожалела, потому что нашла уже в парашютном клубе своих друзей и семью. Так что... Супруг тоже парашютист. Да, мой супруг тоже парашютист. Кстати, наша семья не единственная такая парашютная семья. Очень много браков были заключены действительно на небесах. Вот, и первый свой прыжок я осуществила в 2008 году, уже больше 10 лет назад.
здорово. Брак, заключенный на небесах. в Да, да, прямом да. смысле. Я так всегда классно рассказываю. звучит. Вот рассказывайте, когда вот я, честно признаюсь, прыгала один раз в жизни. У меня дальше духу, наверное, не хватило продолжить. Вот когда вы стоите вот перед открытым дверью этого самолета, что вы ощущаете? Уже не первый раз, да даже не в 10-й. Ну, если первые прыжки, они там тяжело, конечно, сейчас вспоминать, но вот первый страх появился не на первом прыжке, а на третьем прыжке. Вот в третий раз было прыгать страшно. Третий раз. Да, там вот нужно было уже перебороть. Первые 2 прыжка было интересно, захватывающе, вот как-то вот На такое азарте, прям. да? Да. А потом уже как бы осознанно. А когда прыжки переваливают там уже за 50, за 100 следующий идет, там страха нет. Любой парашютист, как бы, когда говорят, что у парашютистов нет страха, Вот немного, какая высота там? Вот Да. прыгнул, ушел. немного лукавят, что нет страха. Страх есть всегда присутствует, но он уже не такой, он не панический, то есть это волнение, потому что прорабатываешь прыжок до самого последнего момента. Вот как раз проработка прыжка заканчивается, когда подходишь к двери. Ты дальше уже все, уже не думаешь, ты только знаешь, что нужно выйти и выполнить то, что ты уже решил сделать. И все, и там нет ни страха, ни волнения. Просто подходишь к двери, посмотрел и пошел. И пошел. Так легко. Ну, я не соглашусь. Я соглашусь с тем фактом, что действительно страх приходит не на первом прыжке и даже не на втором. Все-таки, когда ты только начинаешь прыгать, ты не знаешь, чего тебя ждет, что тебя вообще ждет. Ты просто представляешь, что да, тебе предстоит прыгнуть с высоты почти километр, но как это будет и что ты будешь испытывать в этот момент, ты не знаешь. А любая неизвестность, она, конечно, пугает, но ты не знаешь, каково это будет. А когда ты прыгнул уже 2-й, 3-й раз, ты уже знаешь каждую секунду. И сидишь в самолете и думаешь, зачем я вообще сюда пришла? Я каждый раз во время своего прыжка думаю, ну что, мне дома не сидится, что ли? Зачем мне это надо? Вот пришла, сижу тут в Делала самолете. бы пирожки, там, жарила бы. Именно так, да. Вот придется выпрыгивать из нормального летящего самолета. Ну, это вообще нормально. Но каждый раз, когда открывается парашют, ощущаешь какой-то невероятный приток сил, энергии, и ты понимаешь, что если ты выпрыгнул с парашютом из самолета, и все прекрасно получилось, то у тебя больше в жизни не остается ничего, чтобы тебе было не подвластно. Ты чувствуешь себя всемогущим, буквально супергероем. Это подталкивает приходить прыгать с парашютом еще и еще. Сколько прыжков? У меня около 70. Около у вас? Больше 600. У меня даже в голове это не помещается. Есть повод повторить. Второй раз. О, я пока еще У не нас готова. инструкторский состав, который у нас в Федерации занимается подготовкой спортсменов первоначального обучения, и 1000, и 2000 прыжков есть. Ничего То себе. есть, достаточно опытный инструкторский состав. Вот, а каких людей вы берете вот в парашютный спорт? Какая-то же подготовка, какие-то требования же есть? Да, конечно, на улице построили, загнали, принудительно выкинули с самолета. Ради шутит. Да никаких особых требований нет. То есть наличие минимальные требования по физическому здоровью, то есть должен пройти общую медкомиссию, справка от нарколога-психолога, что не состоит на учете. И, как я всегда говорю, самое главное – это желание. Остальному мы научим. Вот вы с собой принесли рюкзак, это, я понимаю, спортивный парашют же, да? Потому что обычный, который он был огромный, по-моему, даже чуть ли не больше меня. Там. Ну, да, это, конечно, уже спортивный парашют, парашют, с которым прыгают перворазники, так их называем мы, спортсмены первоначального обучения, вообще они перворазники в нашем обиходе. Там, конечно, другие парашютные системы, они более больше, там больше площадь купола, они более надежны, стабильны в работе, безопасны. Это уже сложная техника, чтобы на такой технике прыгать, нужно, конечно, иметь опыт прыжков. И если площадь купола существенно меньше, и скорость снижения и вертикальная, и горизонтальная, то есть этот парашют, он уже летает. Если... Надо уже какие-то маневры делать. Да. А недаром называется крыло. Крыло. Потому что там маневр. Летаешь. Форма крыла, да, он на самом деле летает, этот парашют летает, на нем уже летают. На круглых это просто безопасное приземление, ощущение свободы. То есть, вот как вы сказали, ощущение свободы, оно присутствует вот с момента, как вышел с самолета, пока падаешь до раскрытия купола. Это тоже ощущение свободы, оно непередаваемое. Свободный полет, вот это свободное падение,
и парашютисты говорят, что это полет. То есть, ну, мы не падаем. Ага. Хотя на самом деле, да, мы падаем. Падаем очень быстро. Но вы летите, да, действительно. А в обычной жизни вы кем работаете? Я работаю в Академии наук, я научный сотрудник, младший научный сотрудник, пишу диссертацию по экономике. То есть даже близко со спортом нет, да? Нет, ну, видите, я думаю, что, наверное, парашютный спорт стал одним из факторов, который подтолкнул меня вообще к дальнейшему развитию, потому что пришла я прыгать еще, можно сказать, ребенком, подростком, 18 лет, и все мое становление, формирование, оно прошло в парашютном клубе, и взросление в том числе. И все-таки, когда ты прыгаешь с парашютом, это дает тебе очень много стимулов и очень много такой уверенности в себе, в своих силах. И поэтому и наука, и карьера, это все становится подвластным. А вы кто по профессии? По профессии. Проще, наверное, сказать, с кем я работаю, потому что профессий у меня много. Ага. Трудовую деятельность начал с сортировщика почты, Ух ты. а сегодня я руководитель предприятия. Якутский речной порт, директор предприятия. То есть такие серьезные люди. В парашютном спортклубе у вас наверняка там очень большой разнобой, да, профессий разных. Да. Очень большой разнобой от журналистов до спасателей, от экономистов до госслужащих. Руководителей научных сотрудников. Да, это точно. Есть все, да. Иногда смотришь так на нашу компанию, вообще на парашютистов, и думаешь, вот в обычной жизни как эти люди могли бы столкнуться? Да никак. А парашютный спорт, он просто соединяется, объединяет людей, и общие интересы, это прекрасно. А у нас же в наших северных условиях, ну, зимой же не попрыгаешь, да, только в летнее время прыгаете? Нет, не только в летнее. Сезон заканчивается где-то в октябре месяце. Начинаем прыжковый сезон в марте месяце. Когда температура воздуха прогревается, становится чуть выше 30 градусов, то можно уже совершать прыжки. То есть парашютная техника, она как раз где-то от минус 30 градусов, то есть до минус 30 градусов применение разрешено. Ну и все-таки прыгать хочется комфортно. Хотя, вы знаете, был Не здесь в насилуйте Якутии, себя, да, экстремальными был же в Якутии установлен рекорд. Прыгнул с 4100 метров без одежды. Экстремал Олег Рязанов. Наша федерация обеспечивала как раз выполнение этого прыжка ему. Он прыгал в одних шортах. Это, конечно, сумасшедшее. Но мы не экстремалы. Вот тут мы посмотрели видео, там парашютисты общались с помощью жестов. У вас есть свой язык, да? Да он не столько как бы свой язык, но определенные жесты есть, конечно. Потому что в воздухе пока в свободном падении, то есть не слышно, что говорят. Хотя друг друга мы понимаем даже иногда с взгляда, без движений, то есть что нужно сделать. И как-то это, то есть это можно сказать, что на интуитивном уровне общения происходит. Поэтому То есть всегда вот так вот вместе прыгаете, надо вот зрительный контакт все время держать, да? обязательно. Всё-таки? Это обязательно. Да. Спасибо большое. Я вот еще подумаю, может быть, решусь на второй звонок. Да, у нас парашютный сезон начинается в марте, а готовиться мы начинаем уже в январе-феврале, так что ждем всех осуществить свой прыжок с парашютом, и для кого-то это может быть действительно стать толчком для чего-то нового. Решаетесь, дорогие телезрители? Еще раз приветствую вас в городе женщин. 31 декабря, в день самого волшебного праздника, наши дорогие телезрители, вас ждет новогодний праздничный эфир с приятными подарками. Приобретая магнит Харысхал с пожеланиями счастья, благополучия, здоровья всем вашим близким, у вас появляется шанс стать обладателем новогоднего подарка, в том числе автомобиль Hyundai Solaris, мотоциклы, телефоны последней модели, бытовая техника, золотые изделия и многое другое. Приобрести Харысхал вы можете в городе Якутске на первом этаже НВК по адресу Орджоникидзе, 48 и также в некоторых улусных филиалах нашей компании. А мы продолжаем наш эфир. Говорят, лучше гор могут быть только горы. Мои следующие гости – это те, которые, возможно, в будущем покорят Эверест. Давайте поприветствуем моих гостей. Это спортсмены-экстремалы Олег Сайфуллин, старший тренер юношеской сборной по скалолазанию,
действующий спортсмен со своими воспитанниками. Это Николай Кардашевский и Юлиана Луковцева. Доброе утро! Доброе. Рассказывайте. Вот про парашют мы поговорили, про тэквондо поговорили. Теперь давайте в горы. Ну, Скалолазание. да, скалолазание совсем как бы горы. Альпинизм — это восхождение на горы, а скалолазание — это преодоление маршрутов. Но они связаны тем, что это все происходит в горной местности. Ага. То есть в скалолазании нужны скалы, и нужно их пролезть. Вот как бы это такой вид спорта, где нужно побороть себя, то есть тоже свой страх, нужно быть наедине с природой и лезть в очень сложные маршруты на пределе, возможно, своих возможностей. И бороть каждый раз не кого-то, не с кем-то соревноваться, а самим собой, потому что тут соперник даже не трасса, а ты сам себе. А вы как выбрали именно вот этот вид спорта? Как вы пришли к этому? Я в школе начал заниматься обычным туризмом. Походил по лесам, попробовал, как бы меня это затянуло, но понял, что это немножко для меня ограничено. Я хочу большего. Потом у нас была скальная подготовка, но больше психологического характера. Мы просто лазали, как лазается, и все. И в один как раз момент мне предложили пойти в горы, попробовать. Я согласился, когда я первый раз поднялся на вершину, и, то есть занялся альпинизмом, я понял, что это то, что есть. Тут нет грани, тут можно делать все. Уехав в город, здесь-то у нас в городе гор нету. То есть, соответственно, я ушел в скалолазание. На тот момент у нас был действующий скалодром всего один. То есть я начал на нем заниматься, и так вот я остался в этом виде спорта. То есть, как бы... Теперь тренируете своих юных воспитанников. Да. Мы посмотрели вот ваши фотографии, видео. Мы знаем, что вы не только вот лазите, но еще и занимаетесь благотворительностью, да, вот очищением нашей природы, вот совмещаете полезное с приятным, да, Ленские столбы чистили. Да, то есть у нас есть очень много проектов, которые мы делаем с федерацией. У нас есть федерация альпинистского лазания, соответственно, она занимается такими вещами. То есть, и один из больших проектов, который мы сейчас делаем, это чистка ленских столбов от вандальных надписей. То есть старую тропу мы уже почистили. Сейчас почистили часть, вот, которая уходит ближе к городу. Вот это все, то есть мы дочищаем, и нам нужно оставить природу такой, какой она была. Первозданный, да? Да. Какие вы молодцы все-таки, ну, вызывают уважение такие. Юлиана, рассказывай. Ты в каком классе учишься? В 7. Поближе подержи В микрофон. 7. Ага. Чем тебе нравится именно скалолазание? Интересно. Ага. Не страшно? Нет. Вот я видела, у вас спортсмены прям чуть ли не по потолку лазают, прям 90 градусов. Ты так делала уже? Нет, еще там, ну, там не лазала. Ага. Но хочешь. Да. А сколько лет ты уже занимаешься? 3-й год. 3-й год. Угу. На соревнованиях участвуешь? Да. На каких была, рассказывай? Где побеждала? Недавно были городские соревнования в 24-й школе. Угу. Там выиграла. Выиграла? Да. Золото? Молодец. Ага. Что еще? Тоже был соревнования городские во 2-й. Второе место заняла. 2 вторых. Это ты, получается, сколько раз в неделю занимаешься? 3. 3 раза, да? Это же надо быть постоянно в такой хорошей физической форме, да, чтобы подтягиваться еще и там, ну, весь свой да. массу тела. Ага. Николай, возьми, пожалуйста, оттуда микрофончик, давай рассказывай, ты теперь. Ты в каком классе? Какая школа? 8 класс, 2-я школа. Угу. Как пришел на скалолазание? Кто тебя привлек? Тебе, может, тоже видео показали или что тебе сказали? Вот. Ну, в парке я с другом гулял, там скалодром стоял, попробовал, понравилось. Потом оказалось, что в школе тоже открыли, я в школу тоже пошел. Там понравилось. Сколько лет прошло вот с той прогулки с другом в парке? 4 года. 4 года ты уже лазаешь. Да. Какие успехи, достижения? Недавно выполнил 1-й юношеский и 2-е место на городских соревнованиях в 24-й школе. В честь открытия там скалодрома. Ух ты, молодец какой. А какие вот у спортсменов, я знаю, всегда есть какие-то цели, да? Вот стать олимпийским чемпионом, там, выиграть там какие-то соревнования. У тебя какой план, какая цель? Просто пока повышаю свой уровень лазания. Угу. Молодец. Самосовершенствоваться, да? То есть продолжать. Ну, да. Угу. Олег, а вы
какие-то требования вот минимальные предъявляете, да, когда вот набираете детей? Ну, у нас минимальное требование пока что это только возраст. Мы берем детей с 5 класса, потому что у нас не позволяет и зал. То есть более маленьким нужно больше времени, но у нас, к сожалению, зал не постоянно в нашем распоряжении. Вот. А каких-то других требований только здоровье. То есть как бы у нас нет то, что у вас не хватает физических и так далее. Потому что скалолазание открытый вид спорта для всех, и там не важно насколько. Потому что нам не нужно, допустим, подтягивать свой вес на руках. Нам не нужно что-то еще. Нам нужно научиться пользоваться ногами. То есть мы ходим в повседневной жизни на ногах. Скалолазы делают примерно то же самое. А мне казалось, руки там должны быть очень сильными. Нет, абсолютно. То есть как бы руки нам нужны для того, чтобы нас не откидывало от стенда. То есть мы им просто для равновесия поддерживаемся. Вот, почти до потолка дошел. Да, и вот это очень важно, то есть чтобы научиться именно пользоваться ногами. То есть мы меняем немножко мировоззрение, что на вертикали нужно пользоваться ногами. Вот. И чем еще скалолазание отличается от многих других, у нас нет каких-то стандартных упражнений, то есть движений на стенде. У нас трассы на трудность и на боулдинг всегда меняются. То есть нет двух идентичных трасс в скалолазании, вообще не считая скорость. То есть формат скорости эталонный, там одна трасса для всех. Это 15-метровая эталонная трасса, которую спортсмены высокого уровня пробегают меньше, чем за 5 секунд. Мужчины и девушки сейчас выбежали из 7, то есть 6,90 они выбегают. 15 метров. Вот. Во всем другом как бы у нас нет таких эталонов. То есть трассы разные, есть какой-то минимальный набор движений технических, и с помощью этих движений нужно каждый раз придумывать что-то, чтобы пройти трассу. То есть даже если вот одна трасса, ее можно пройти по-разному, да? Да. То есть и у обоих будет все правильно, то есть это не как, допустим, в гимнастике. Сделал упражнение по-другому, тебе его не засчитали, оно не выполнено. Такого нету. То есть есть цель это пройти трассу, а вот как это решает каждый сам для себя. Физиология разная, возраст разный, рост, физические способности, это все решает, конечно. А какие еще вот стороны развивает именно скалолазание? Как сказали великие тренера, скалолазание – это физические шахматы на стене. Ух ты! Потому что не получится просто взять, натренироваться и пролезть. То есть сколько бы вы ни были сильным, сколько бы вы раз не подтягивали, сколько бы вы не знали технических элементов, вам этого не хватит. Нужно трассу продумать, прочитать, решить все сложные моменты и пройти ее. Если где-то не хватает роста, значит, соответственно, надо это увидеть заранее, опять же, подумать, как вы это будете решать, то есть подшагнув ногой, подпрыгнув, что проще каждому спортсмену, и решить. Поэтому у нас как бы такой момент, что голова должна работать лучше даже, чем физические качества. И еще полезность в том, что мы не можем развить одну группу мышц. Сильные руки либо ноги нам не позволят лазать. Нам нужны все группы мышц примерно пропорционально развиты. То есть сильная спина, сильные плечи и вот это все, то есть как бы гармонично развивает человека. А как у вас измеряется? Вот в километрах, в метрах, в шагах? Там же не прямая трасса, вот как у бегунов, да, получается? Результаты измеряются на соревнованиях, это прохождением зацепок. То есть у нас трассы на трудность, они длинные должны быть, они номеруются с первого зацепа. Все зацепы, которые под руки постановщикам были поставлены, они номеруются порядковым номером. И вот результат есть максимально отдаленная зацепа от старта. В боулдинге трасса там 8 перехватов, и она оценивается либо крайний перехват, то есть это топ удержания его, либо промежуточная так называемая зона. То есть вот. Но там считается количество попыток. А альпинизм вы пробовали же, да? Да. Ага. А какая у вас самая высокая точка была, которую вы Хантенги 7000. 7000! Ничего себе! А Эверест сколько? 8848. А цель у вас какая? Ну, я не скажу, что это цель. У меня есть желание взойти на все 8000-ники мира. Но, к сожалению, мы живем в таком регионе, где это очень дорого. То есть само восхождение, во-первых, очень дорогое, подготовка к нему очень, то есть такая специфичная. Но я думаю, сейчас, то есть Но мечта же должна быть, чтобы к ней стремиться. Вы, наверное, каждый свой отпуск едете не на пляж, а в горы, да? Да, большие так и бывает. То есть вот пока не было семьи, то есть я просто ездил в горы, я отдыхал там. А сейчас как бы есть семья, и вот мы летом провели отпуск тем. Мы съездили сначала в Крым, пожили там месяц, потом я семью отправил домой, а сам уехал в горы. Где папа? Папа в горах. Да, так вот получилось у нас. Здорово. Ребят, вы бы хотели именно вот альпинизмом попробовать заняться? Как ваш тренер
возможно, куда-то взобраться. Это же не та трасса, которую вы видите, да, у себя на скалодроме, а живая природа. Николай, давай ты рассказывай. Ну, у меня пока нет желания взбираться на горы. Ага. Почему? Мне пока это не интересно. То есть в скалодроме в тепле уютнее, Да, там правильно. Юлиана, У меня тоже нет желания. пока нету, да? Нет. Но а вы еще на какие-то вы же по 3 раза в неделю занимаетесь, да, сказали? А на какие-то другие секции, там, кружки успеваете? Да. Успеваете, да? Мгм. А вот одно занятие у вас сколько длится? 2 часа. 2 часа. Ага. После этого, наверное, такое удовольствие, да, кайф, такое наслаждение получаете? Да. Какая ты выходишь после тренировок? Обычная. Все-таки вдохновленные наверняка. Немножко наши юные скалолазы лукавят все-таки. Олег, Николай, Юлиана, спасибо вам большое, что этим утром подошли в нашу студию. Я желаю, чтобы все высоты, которые вы для себя наметили, покорились вам. Может быть, и у ребят у ваших появится желание все-таки выйти из скалодрома на живую природу, в горы поехать с вами. Продолжайте свою деятельность, которая вот, ну, благотворительность, вот это Ленские столбы, и пусть у вас будет много успешных других проектов. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие телезрители, а далее короткая реклама, после которой обязательно встретимся. Вы смотрите «Город женщин». Далее будет сюжет, содержание которого я знаю и, признаться честно, хотела бы оказаться на месте героини этого сюжета. Я думаю, после просмотра вы тоже захотите. Всем привет! Сегодня мы решили устроить особое преображение в честь дня рождения магазина «Карамелла», которому исполняется 1 год. И нашей героиней станет Василика. Василика Винокурова – мама, жена, а также известный якутский вайнер. У нее больше 20 тысяч подписчиков. Ее видеоролики об обычных буднях домохозяйки очень веселят, и их просто обожают. Всем привет-привет! Я очень рада к вам сегодня попасть. Большое спасибо, что пригласили. А то я редко реально наряжаюсь, да, поэтому я очень-очень рада. Я мама 2 детей, у меня вообще нет времени, сил, да. А тут хотя бы что-то новое будет, поэтому я очень-очень счастлива. Я даже себе немного луков подобрала. Надеюсь, вы мне посоветуете, да, как стать красивее и лучше. Обязательно мы устроим крутое преображение. А давай посмотрим, что ты выбрала. Давай. И разберем. Пожалуйста. Первый лук, это значит первое платье, которое ты выбрал. Мне нравится цвет, мне нравится, что есть здесь окантовка какая-то, да, то есть она полуспортивная, можно носить, в принципе, с кроссовками и с сапогами для повседневки. Так неплохо, молодец, можно носить вообще хорошо. Здесь вот платье у нас тоже, да, платье туника. Здесь я бы посоветовала все-таки чуть больше, наверное, чтобы была как бы раскрыта эта часть, чтобы казалась шея длиннее. Рукава делаем или вот так, или вот ниже опускаем, тоже можно. Если есть возможность, можно ремнем. В принципе, сама кофта неплохая. Для женщины, которой за 50. Но так как тебе 30 лет, я бы тебе не рекомендовала. Хорошо. Преобразить себя мне помогут визажисты, стилисты по волосам из команды салона красоты BB Studio. Бывает так, что торопишься и не успеваешь накраситься. Для этого берем обычную помаду и наносим пальцем на губы. Также этой же помадой наносим на щечки вместо румян. Вот такой простой лайфхак для домохозяек. А сейчас мы продолжим наше преображение. Василика, ты выглядишь потрясающе. Готова взглянуть на тебя? Да, я вся в нетерпении. Тогда открывай глаза. Ой,
какая красотка стала же, вообще не узнать. В первом образе мы использовали брюки с лампасами, которые отлично добавляют стройности и роста, а также футболку из искусственной кожи. Этот материал как никогда сейчас актуален. Во втором образе Василики я подобрала наряд с крупным цветочным принтом. Для девушек плюс сайз такой вариант очень подходит, так как визуально уменьшает и вытягивает. Далее тренд сезона – плессированная кожаная юбка с теплой кофтой. Вот такой яркий и повседневный третий образ. Хочу поблагодарить команду стилистов, да, BB Studio. Хочу поблагодарить вот этот чудесный магазин за эту чудесную одежду, магазин Карамела. Хочу тебя лично поблагодарить. Вообще классный стиль мне подобрала, да. И хочу пожелать всем мамочкам, будьте яркими этой зимой, будьте красивыми и никогда не переставайте самосовершенствоваться. Любим вас. Город женщин. Просто прекрасное преображение, мне кажется. Так, мы продолжаем. Велопрогулки – это прекрасный способ провести совместный семейный досуг и отличное совмещение приятного с полезным и зимой, и летом. Да-да, вы не ослышались, и зимой тоже. У нас в гостях спортивно-экстремальная семья Зимогоровых-Белобородовых. Это мама Анна с сыном Мироном. Заходите. Поехали к дивану, поехали. Мирон, давай. Мирон приехал на своем транспорте, на котором он каждый день ездит в свой детский сад. Даже в минус 40. Санок у них нет, как я поняла, да, Анна? Да, санок нет. А почему так удобнее? Не холодно? Нет, не холодно. Там зависит от того, как оденешь ребенка. И плюс на беговеле ребенок двигается и выделяет тепло. На санках ребенок сидит, поэтому ему требуется дополнительное утепление. Поэтому все думают, что зимой на самом деле невозможно кататься. Просто никто не пробовал. Вы всю зиму катаетесь, да? Да, на беговеле всю зиму. Ух ты. У вас, я знаю, такая велосемья. У вас катают все. Да. У вас 5 же, да? Да. Анна с супругом, и у них 3 сыновей. Да. Рассказывайте, как так? Вот объединились 2 велосердца и родили маленьких велосипедистов? Да нет, просто объединились 2 сердца. Просто папа наш активно пропагандировал покупку велосипедов. И в итоге я подумала, надо ребенку сначала купить. Вот, купили ребенку, потом себе, и вот поехала, завертелась. По сколько лет вы уже сажаете ребенка? Ну, получается, на беговел вы совсем с измальства, да? Со скольки? Ну, мы каждого из них пытались, вот среднего, мы пытались посадить с года. Но беговел был великоватый, и мы максимум там буквально там по паре секунд в день он взаимодействовал, там, пока в год и 9 у него что-то не включилось, и он не стал нормально ездить. Ну, он и подрос, соответственно. А вот этого парня мы начали приучать раньше, потому что если у среднего был двухколесный беговел, то мы все-таки там, как это сказать, подумали, что надо вот с каталки все-таки начать. Сейчас это тоже набирает популярность. И мы с 5 месяцев ему ее подсовывали, чтобы он, вот, когда они еще только учатся ползать, чтобы он ее толкал, чтобы она вызывала интерес, и он тоже побуждает именно к ползанию. И постепенно приучили, в 10 месяцев он на ней поехал. Да. Ничего себе! Это чтобы было в поле зрения постоянно, да? Да, обязательно, потому что если беговел купить, убрать в кладовку, потом не надо пенять на то, что беговел ребенку не понравился. Потому что любой инструмент в виде беговела, велосипеда, каталки, там, не знаю, хоккейной клюшки, это всегда работа родителей. А на велосипед во сколько вы пересаживаете вот этого молодого человека, например, планируете? Ну, этот молодой человек уже ездил свои первые метры летом-осенью, но пока не очень уверенно, потому что велосипед все-таки великоват, ему нужен, вот у нас 16-дюймовый, ему нужен 14-дюймовый. Я думаю, пошло бы лучше.
Средний у нас тоже в 2,5 года. Проехал первые метры, но это было в ноябре, соответственно, кататься там особо не получалось. Ага. И в 3 года он уже ездил с нами вот по городу, по делам, там, тренировки проводить. Без проблем по 5-7 километров там, в день. Это в 3 года. Мгм. Сейчас уже больше. Ничего себе. А велосипеды есть у всех же, да? А на велопрогулки вы как часто выезжаете с семьей? Получается Именно полным В составом? полном составе практически нет, потому что я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, и вся эта деятельность на мне, и, соответственно, я чаще всего катаюсь с младшими, с 2. То есть старший то в школу ходил, вот мы по весне начали ездить, даже с февраля месяца примерно, да, там до дачи ездили, с дачи ездили, там, и увеличивали прогулки. То он в школу ходил, то он перерос свой велосипед. В этом году мы ему не сразу его поменяли, да, и он у нас просидел фактически без покатушек, да, он вылетел в этом году. А вот папа у нас работает. Ну вот я и катаюсь, пока сижу в отпуске, и папа работает. Потому что, ну, детей надо как-то развивать, в том числе физически. А велопрогулки, на самом деле, это не только физика, это и интеллект в том числе. Да. Такой у вас получается велопарад, да, когда вы едете с семьей по городу? Ну, с семьей по городу мы так давно не ездили, я даже не представляю себе, что это такое. А с малышами у меня вот этот в кресле, а средний он вперед удирает на своем велосипеде, мне очень трудно его догнать. А вот вы, велосипед, это же вот физическое развитие, да, координация, да, что еще развивает? Равновесие, координация, интеллект так или иначе развивается, потому что когда подключаешь физику, она за собой тянет вот, ну, нейронные связи, и там уже понятно, да? Их образуется больше, и мозг начинает активнее, да, грубо говоря, развиваться. А потом, когда начинаются велопрогулки, не так, что там поехал, да, вот по двору 3 метра, слез и неинтересно, а когда ты поехал в соседний двор, а потом, ух ты, в соседний район, а потом вообще до сопок, а потом вообще в Кангаласы, у детей уже совершенно как-то по-другому, вот впечатления другие. Это вот на всю жизнь они запоминают. У меня ребенок позавчера средний нарисовал карту. Ну, она, понятно, что может быть не такой художественный рисунок. Ему 5 лет. Да, 5 лет. Он нарисовал карту, прямо дорога там до сопки, сопку нарисовал, там место, где вот за 202-м корабли стоят. И вот прямо все прямо, ну, понятно, что карта не точная, но главное, что он это сделал. Вот. Это тот маршрут, по которому вы ездили, да? Да. Ну, это не все, конечно, но вот что он, видимо, запомнил, то нарисовал. Здорово. А самая дальняя точка, которая вам покорилась на велосипеде? Может быть, без детей, может быть, просто с мужем? Ну, просто с мужем, ой, я не помню, мы когда ездили? В 13-м, кажется. Я одна ездила в этом году вот с ребятами. Тоже есть у нас организаторы велопоходов, очень хорошие. С ребятами мы ездили так называемый средний круг. Мы поехали на велосипедах с Якутска до Покровска, потом до Максоголоха, переправа, и по той стороне через Булус, Турук-Хая, ну, с ночевками, соответственно, да, все это обратно. Ну, по переправе и домой. Но это пока что самая большая моя поездка. Многие ездят гораздо больше, в том числе и семейные, но они тоже сами пока без детей. Планируете маршрут уже какой-нибудь там в будущем, когда дети вырастут? Понятно, что сейчас они маленькие. Ну, для себя я пока сильно не разгоняюсь. Скорее всего, это будет только с детьми. И, ну, с детьми я планировала, конечно, не все получилось этим летом, но мы в Кангаласы, по крайней мере, добирались вот своим ходом вот от Житая. Вот мы с детьми доехали до Житая на автобусе с великами, высадились, и вот оттуда, по-моему, до Житая, да, и оттуда 30 километров до Кангалас, вот до вот за переправу дальше вот рыбачить. Здорово. Я хочу пообщаться вот с этим молодым человеком. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Ты отказываешься со мной говорить, да? Ну давай, пошли покажем твой транспорт. Иди сюда. Покажи. Давай покажем нашим телезрителям, как ты умеешь кататься круто. Давай. Мирон. Давай. Давай Мирона посадим. Давай-ка. Давай покатаемся. Давай. Вот до того дяди с камерой прокатись. Вот дядя тебе машет. Вот. Дядя, помаши, пожалуйста. Вот до него. Покажите, покажите, какой он. Ребенку 2,5 года. Да? Он приехал сюда на этом транспорте. Ты отказываешься дальше ехать, да? Ну ладно, отдохни. Постой, да, отдохни. Спасибо большое, Анна, за то, что пришли к нам сегодня в студию, за то, что Мирон к нам приехал.
И жалко, Антон не смог, но все-таки зима дает о себе знать, да? Да. Ага. Желаем вам удачи, чтобы все маршруты были объезжены, чтобы у вас получилось. И почаще, конечно, велопрогулок. Я думаю, мы смотивировали многих на покупку беговела или, по крайней мере, вытащить их с кладовки. Да, это главное. Дорогие телезрители, на этом наш эфир подходит к концу. Мы вам желаем, чтобы главное вы выбрали себе занятие по душе и по любви. Всего вам доброго.